Добрый день, друзья! Сегодня мы ведем беседу с нашей коллегой, представительницей НПО Freedom for Евразия Лейла Найзгуль Сайдбек, которая является координатором группы по возбуждению уголовного дела в отношении Эмомали Рахмона и доведению этого дела иска до Международного уголовного суда в Гаагу. Прошу внимания, милости прошу, подключайтесь к нашей беседе. Очень приятно, Лейла, и я просто восхищен вашей работой. Должен выразить свое личное восхищение как журналиста и как человека, имеющего отношение к политике, и как гражданина Таджикистана, как противника этого режима многолетнего и названного этим режимом врагом народа и экстремистом и террористом, несмотря на то, что я никогда не держал в руках оружие и не призывал никаких, так сказать, к революционным действиям и свержению этого незаконного правительства. И тем не менее, таких, как я, очень много, и очень многие граждане Таджикистана с воодушевлением восприняли эту новость и ждут с нетерпением подробностей. И, наконец-то, у нас такая появилась возможность узнать из первых рук, что на самом деле произошло. Для Таджикистана это была информационная бомба. Вообще не только, я думаю, для Таджикистана, для Центральной Азии. Да, это впервые, такого не было. Вот. И, пожалуйста, наверное, многие спрашивают самое главное, насколько это реально, реализуемо, вот это вот уголовное преследование. Здравствуйте, Тимур. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что вы решили поговорить на эту тему. Уже некоторое время мы собирались ее обсудить как раз. Я считаю, что вообще, конечно, очень важный шаг, что гражданское общество Таджикистана, и в том числе в основном то, которое находится в изгнании, сконсолидировались, и нам удалось сформировать жалобу от имени пострадавших от режима Рахмона и его сподвижников, и подать это заявление прокурору с просьбой открыть официальное расследование преступлений, в которых обвиняется Рахмон и его окружение в отношении своих собственных граждан. Я, как юрист, конечно, зная все эти дела, потому что мы занимались этими делами, мы готовили эти кейсы, которые послужили основой для этой жалобы, могу сказать, что требования на самом деле достаточно обоснованные. И есть хорошие прецеденты, вот в данном случае в отношении бывшего президента Филиппин. Сейчас открыто расследование, и он находится на скамье подсудимых. Тоже, на самом деле, такая инициатива была, в которой многие сомневались. То есть сомневались в успехе, сомневались в возможности такого исхода. Но, тем не менее, это случилось. И, конечно, это хороший очень пример того, что справедливости нужно и можно добиться. Я очень надеюсь, что в нашем случае... Как говорят, извините, что я перерываю, как говорят таджики, мешудаску, значит, можно, возможно... А что, так можно было? Так можно было, да, оказывается. И мы также отслеживали обсуждения в социальных сетях, когда вышла новость о том, что нами подано официальное заявление прокурору. Были некоторые люди, особенно которые выступали там в международных судах как представители Таджикистана, и эти эксперты, они хорошие эксперты, конечно, но, тем не менее, конечно, они высказывали позицию Таджикистана и сомнения высказывали о том, что озвученное нами количество кейсов, которые мы на данный момент подали вместе с заявлением, около 60? Да, что слишком мало этого. Но 60 кейсов, да, 60 отдельных дел
в которых зафиксированы преступления. Страшнейшие преступления, совершенные против человечности. Против человечности, которые отвечают этим требованиям, среди которых и насильственные исчезновения, среди которых и пытки, среди которых преследование лиц на основании их аффилированности с определенной группой населения, абсолютно легко доказуемые факты. С наличием массы публично доступного доказательства, которые мы тоже собрали, прокурору предоставили. Но, как мы видим, допустим, из примера Филиппин, это вполне возможно, потому что, насколько мне известно, к кейсу Филиппин при подаче прикладывалось тоже что-то около 70 кейсов. Поэтому суть-то не в том, что кейсов мало. На данный момент у нас, да, 60 с чем-то кейсов. Ну, по-моему, власти делают все, чтобы количество кейсов расширилось. Они делают все для того, чтобы эти кейсы, да, перевалили далеко за несколько тысяч. И нам известно на данный момент о существовании более 2-3 тысяч пострадавших. Мы пока не успели с ними со всеми, конечно, поговорить, но я надеюсь, что отсюда и далее у нас возникнет возможность, и эти люди, может быть, даже многие сами после этой новости к нам обращались. Потому что до этого был какой-то скептицизм, люди не были уверены, что это значит, как это будет. И я думаю, что вот после этой новости многие люди почувствовали готовность и желание выступить тоже в качестве истцов против режима Рахмона. И я надеюсь, что дальше будет только больше желающих. У вас есть ощущение, что власти скрывали свое преступление, или они настолько цинично самонадеянны, что они делают в открытую преступление против человечности? Да, я считаю, что власти Таджикистана настолько самонадеянны, стали циничны, уверены в своей безнаказанности, что они даже последние годы и не пытаются скрыть. Как преступник-рецидивист и считают, что никогда не привлекут к ответственности. Они вот почему-то пребывают в таком заблуждении, что их никто не призовет никогда к ответственности. Сколько бы веревочки не виться, конец все равно будет. И, к сожалению, очень много трагедий, о которых мы писали в нашем заявлении к прокурору, очень много трагедий были совершены совершенно бессовестным образом, совершенно открыто. И даже сейчас, получается, в своем преследовании, в методах, таджикские власти не стесняются, они не пытаются как-то завуалировать, они выдвигают обвинения против диссидентов или против активистов, или даже против обычных граждан, даже не пытаясь как-то грамотно фабриковать какие-то доказательства, чтобы люди, может быть, там имели какое-то сомнение, а может быть, на самом деле этот человек преступник. Любое дело, которое выходит из следственных органов Таджикистана, можно открыть и, очевидно, увидеть признаки фабрикации уголовного дела. То есть они даже к этому не прилагают особо много усилий. Это как в том анекдоте, когда гражданин требует адвоката, а адвокат сидит из соседней камеры и говорит: я здесь, да? Тут, да? Как Бузургмер Йоров. Да. Да. И эти кейсы у нас тоже ушли в пакете вместе, и кейсы адвокатов, кейсы журналистов, кейсы политической оппозиции, кейсы активистов, кейсы правозащитников. Есть некоторые кейсы обычных граждан, которые там что-то лайкнули, что-то поддержали, что-то где-то высказали. И такие кейсы тоже есть. И массово во Франции это, как говорят, амальгама, когда перенос обвинения власти переносят. И так поступала гестапо, так поступали в гитлеровской Германии, когда брали в заложников родственников и там кого-то и переносили на них вину, да, коллективную вину. То есть здесь члены семей находятся в заложниках и подвергаются жесточайшему преследованию и так далее. То есть это все фиксируется и доказуемо. Мы все это тоже фиксировали и будем продолжать это делать, поскольку кейсов очень много. Особенно кейсов коллективной ответственности, распространения вот этой ответственности на других членов семьи, которые не имеют отношения ни к журналистской деятельности, ни к правозащитной, ни к оппозиционной, просто виноваты просто потому, что являются родственниками. Эти кейсы мы тоже очень подробно описывали, и они тоже находятся сейчас на рассмотрении у прокурора.
Ну, конечно, для западной юриспруденции это одно из тягчайших вообще преступлений, когда, ну, это варварство просто на самом деле, да, когда вот подобное происходит в отношении. Да, на Западе, особенно представители демократических стран, они когда видят вот такие вот людоедские подходы, конечно, их это ошеломляет. Они не до конца осознают, насколько кровожаден этот режим. Они думают, маленькая страна, Таджикистан, не такая страшная, может быть, но что они могут страшного делать? И потом, когда мы им описываем все, что этот режим творит с гражданами, на что он способен, конечно, это вызывает просто бурю эмоций из-за шока. Ну вот у вас есть юридическое образование, вы знаете историю. С каким периодом и какой страны вы могли бы сравнить то, что сегодня происходит в Таджикистане? Это повторение или копирование кого и в какой период? Ой, на самом деле параллели проводить очень сложно, потому что ситуация в Таджикистане, она где-то, конечно, похожа на сталинские репрессии во многом. Но даже в сталинские репрессии такого не было. Такого уровня кровожадности, массовости и абсолютно бесчеловечного подхода к подавлению граждан даже в то время не было. То есть мне сложно сравнить это даже с советским временем, потому что даже в советское время такого не было. То есть преследовались отдельные диссиденты, и не всегда их члены семьи. Иногда, но не так. То есть, во всяком случае, было не так много кейсов, когда члены семьи исчезали, когда членов семьи подвергались сексуальному насилию, когда членов семьи просто убивали и где-то закапывали, а другим там, родственникам или обществу говорили, что человека убили, потому что он экстремист. А у нас по закону мы не обязаны тело экстремиста выдавать там для погребения, для родственников. То есть я не могу конкретно вот прям на 100% похожий пример из истории привести. Это средневековье какое-то. Но средневековье при использовании прелести и достижений нынешнего века, то есть режим-то использует все современные технологии, то есть слежение, киберслежение по интернету за критиками режима, использование международных режимов правоохранительных, таких как Интерпол, например, достаточно широко используется Таджикистаном, причем совершенно свободно и совершенно произвольно используется этот режим. Список Всемирного банка, по-моему, да, тоже? Это шокирует, да, там 5000 человек в разные времена, там от 1500 до 5000 человек висит в этом списке. Мы его постоянно сканируем, мы его постоянно смотрим. Имена, фамилии иногда меняются некоторых, но, конечно, есть безусловные постоянные лица в этом списке, которые не меняются и вообще из этого списка никуда не уходят. Их 3-4 этих списка. Список МВД, розыск МВД, да. России, там все таджики, по-моему. Во всех базах данных, да. Интерпол, Всемирный банк, да? Да, да. И эти списки, они были придуманы совершенно для других целей. Они были придуманы демократическими странами для того, чтобы преследовать настоящих преступников, а не для того, чтобы эти списки использовались для преследования критиков режимов, журналистов, активистов и так далее. Ну, вот в этом отношении тоже я считаю, что наш иск, он будет тоже очень большой помощью для гражданского общества, международного гражданского общества на глобальной сцене, с тем, чтобы еще раз пересмотреть вопрос использования Таджикистана вот таких вот международных инструментов. Они, очевидно, не должны иметь эту возможность. Им нельзя доверять эти инструменты. Самое интересное, что когда появился новый метод, новый рычаг, МВД Таджикистана заключает какие-то договора с правоохранительными органами европейских стран с целью выдачи, получения там, или похищения инакомыслящих, диссидентов, в то время как у европейских стран свои представления о террористах, они заключают соглашение о борьбе с терроризмом. Да. У европейских стран одно представление о террористах, у Таджикистана другое представление о террористах. Поэтому, когда они заключают, они думают о разном. Да.
Они думают о людях, которые действительно вовлечены в методы насильственного терроризма или там какого-то призывающего к насилию экстремизма. Но на самом деле, с точки зрения Таджикистана, все вот эти вот люди, террористами, которые называются, это журналисты, которые пишут о демократии. Но ведь в этом нет ничего удивительного, потому что то, о чем вы говорите, то, о чем говорит гражданское общество Таджикистана, особенно то, которое в изгнании, это язык прав человека. То есть вы говорите о правах, вы говорите о свободах, вы говорите о демократии и так далее. То есть вот эти о транспарентности, об ответственности. То есть эти все вещи, они для такого режима, как Таджикистан, конечно, являются угрожающими. Это угроза. Это угроза для режима. И поэтому, конечно, режим делает все возможное, в том числе и совершает преступления против человечности, для того, чтобы это все подавить любой ценой. Они должны уничтожить людей, которые используют язык прав человека и язык демократии, и искоренить вообще использование этого языка тотально из всего пространства, чтобы в отношении них не шла никакая совершенно критика или напоминание того, что они обязаны вообще-то эти вещи гарантировать, обеспечивать этим гражданам. Они за это зарплату получают от народа. Это ваши деньги, конечно. От народа, и они должны, обязаны соблюдать Конституцию. Они же слуги народа, но они не ведут себя как слуги они на ней народа. Присягают. Они ведут себя как владельцы вот этой вот маленькой корпорации, которая называется Таджикистан. То есть они не чувствуют себя так, что они пришли как государственники поуправлять какое-то время этим государством, может быть, попытаться что-то улучшить. Они относятся к этому объекту как к своей частной собственности, как к корпорации, как к бизнесу. Я воспринимаю это как, что они себя чувствуют, во всяком случае, может быть, чувствуют они себя так, как вы говорите, но я вижу это, что они на самом деле выглядят как гангстеры. Да, как абсолютно. Гангстеры, это организованная преступная группа. Как, хунта, гангстеры, захватившие, допустим, банк вместе с людьми, или, например, пришли и захватили вот этот холл гостиницы, отеля, вместе со всеми людьми, которые здесь находятся, вместе с кассами денег, которые всех ограбили, кто был против, убили. Всех ограбили, да. И по ту сторону зеркала стоит полиция, и уговаривает их, и они говорят, давайте будем сотрудничать. Мы вам денег дадим, да. Мы вам грантов дадим, да, вот в этом вся и проблема. То есть наконец-то путем таких заявлений против режима Рахмона, как Международный уголовный суд, какие-то другие тоже международные органы, международное общество будет понимать, с кем они имеют дело. Что это не просто страна, это не просто политики, что это организованная преступная группа на самом деле. Окей. И все-таки людей интересует практическая сторона дела. Как это работает? Чего ждать? Насколько это реализуемо? Это на самом деле реализуемо. И, конечно, это будет происходить не очень быстро. Потому что любые такие заявления, они требуют времени в Международном уголовном суде на рассмотрение, на оценки, на сбор дополнительной информации и так далее. Но это вполне реализуемо и вполне реалистично. И примеры? Примеры Филиппины, совершенно свежий пример. Очень много примеров. Сами Филиппины выдали бывшего президента. Да, они выдали бывшего президента. Он сейчас под следствием за совершение преступлений в Филиппинах. Они поэтому не уходят, наверное, остаются... Потому что они боятся, конечно, ответственности. Боятся, что они знают, что они совершили преступление, и поэтому держатся... Конечно, потому что как только они потеряют власть, возникает вероятность, что их будут привлекать к ответственности. И это одна из причин, почему они цепляются за кресло. И, видимо, эта норма Конституции не больше 2 сроков, она должна работать на то, чтобы президент думал, если я что-то сделаю против своего народа, против людей,
ограблю, возьму взятку, там, начну торговать должностями там, или там, какими-то месторождениями и так далее, или расстреляю народ, как вот в Омаре, в Бадахшане произошло, Да. пытки и так далее. Если я это буду все допускать, значит, против меня могут потом выдвинуть, уголовное дело, да. да, возбудить уголовное дело согласно Конституции и согласно тому, тем обязательствам и тем долженствованиям, которые стоят перед правоохранительными органами, перед судебной системой, возбудить уголовное дело против преступника государственного, независимо от его уровня. Да, конечно. То есть вот эта норма именно поэтому не работает, и именно поэтому... Есть такие инстанции, как Международный уголовный суд, например, когда известно, что местные органы судебные и правоохранительные не в состоянии или не хотят расследовать преступления, которые были совершены руководителями государства. И получается, что мы возвращаем, может быть, расширяем этот вопрос, когда вы сказали «и окружение». Да. Я подумал, что мы должны поговорить об этом, потому что не только ему, он же не один. Нет, конечно, он не один это все совершал. Когда объясняется любое преступление, естественно, совершенное организованной преступной группой, обычно объясняется, кто лидер, откуда исходили указы, кто был лидер исполнитель. ОПГ. Конечно. То есть описывается вся вот эта структура, кто исполнители, кто за какие секторы отвечал, какие были спущены директивы и так далее. Это все абсолютно должно объясняться. И мы это, конечно, сделали. То есть все приказы, которые исходили от самого Рахмона или от его министров, что в этих приказах говорилось, как они внедрялись, кто их исполнял. То есть там вот буквально от него самого до всех глав министерств и вниз до самих представителей, вплоть до представителей на местах, вот в регионах, да. Как они задерживали людей на основании этих приказов, как они преследовали, как они проводили там рейды и военные операции и так далее, и так далее. То есть это все зашло туда. Это исполнение преступного приказа. Конечно. Это исполнение преступного приказа, и это соучастие в преступлении. Конечно, потому что на самом деле преступление, которое является результатом исполнения приказа, как вы знаете из истории, аргумент, что я просто исполнял приказ, он не работает в международном суде. Мы это знаем из Нюрнберга, мы это знаем позже тоже сейчас, вот глядя на Украину и на войну, которую там развязала Россия. То есть вот этот аргумент, что я не виноват, потому что я рядовой исполнитель, да? Это так не работает. Это уже все равно повесили. Конечно. Ну, а все равно привлекли к ответственности. Этот аргумент никого еще не спас. Да, и Борман, там, и другие, для того, чтобы не быть повешенными, отравились. Там. Ну, в общем... Я не желаю им смерти. Нет. Я надеюсь, что они понесут ответственность, и я надеюсь, что они смогут что именно их ответственность сможет каким-то образом компенсировать те страдания, которые, ну, конечно, это не компенсирует, но хотя бы как-то покажет тем людям, которые пострадали от их преступного правления, покажет, что в любом случае ответственность наступила, и это даст какую-то степень удовлетворения, хоть что-то. Людям, которые потеряли родных, людям, чьи родные погибли в тюрьмах под пытками, людям, которые потеряли надежду увидеть своих родных, которые получили пожизненные сроки, без надежды вообще выйти из этой тюрьмы ни за что. Не за какое-то там насильственное ужасное преступление, а за то, что они просто оказались критиками режима Рахмона, например. Вот эти потерянные годы, 10 лет, 15 лет люди сидят, да, в тюрьме. Ну, я надеюсь, что это когда-то, что мы с вами увидим. Это достаточно большая проблема. В этом большая проблема. Она выходит за рамки нашего вопроса, нашей дискуссии, что если преступление длится десятилетия и накапливается, и идет слоями, и все это вот прессуется,
и собирается, аккумулируется ненависть, аккумулируется желание мести и так далее, тем сложнее становится вернуть общество в мирное русло, тем больше желание, тем больше разочарования людей в том, что существует справедливость. Они говорят, значит, это не работает, закон не работает, справедливость не работает. Значит, это вынуждает людей к насилию. Это толкает людей к экстремизму. Конечно. К радикализации. Неспособность найти справедливость. Сама власть способствует радикализации населения. Конечно. И это работает как колесо, как машина, вечный двигатель. Конечно. Одно цепляет другое, и это продолжается, и продолжается вот это колесо, порочное колесо, вечный двигатель насилия. Но это должно быть прекращено. Да, порочный круг. Он должен быть остановлен. И вот я надеюсь тоже, я поддерживаю ваши слова о ненасилии, что этот путь, он может быть и должен быть. Да, и мы на самом деле очень благодарны людям, которые нам поверили. Путь ненасилия, путь привлечения к суду. Доверили нам свою историю и выразили, вот, понимаете, нашли в себе вот эту смелость выступить в качестве свидетелей пострадавших. И выбрали вот этот путь привлечения к ответственности, путь ненасилия, путь юстиции. Я считаю, что это очень важно. Понимать, законный путь. Что привлекать по закону нужно, конечно, потому что здесь и продолжать тот пример, который подает режим, его, конечно, применять. Ну, мы видим режим, допустим, последствия режима Гитлера, последствия режима Чаушеску, Дуччо итальянского. Да. Ну, мы не хотим, чтобы их вешали и чтобы их расстреливали, как Чаушеску, Каддафи, Башар Асад, бежал, все потерял. Да. Насилие, оно порождает, конечно, это же закономерно, это следствие вот это вот, что насилие порождает насилие, и это закономерный конец любой диктатуры. Она кончается. Ни одна диктатура не существовала вечно. Все заканчивается. И я думаю, конец режима Рахмона не так далеко. Даже у нас на нашей памяти есть судьба Слободана Милошевича, что Югославия все-таки встала на путь демократического развития и выдала Слободана Милошевича в Гаагу. И Слободан Милошевич закончил свои годы в тюрьме. А Югославия развивается, стала членом Евросоюза, стала Сербия демократическим государством стала. Разделились, война закончилась, насилие прекращено. Ну, то есть это вот, может быть, один из путей таких показательных, что это работает. Я надеюсь, что наш пример, это тоже будет пример для населения, в том, что такие законные методы есть, что их надо использовать, что их надо искать. И, значит, вы можете призвать граждан Таджикистана, пострадавших. Продолжать обращаться к нам, обращаться в коалицию гражданских обществ при Международном уголовном суде, потому что мы не одни там очень много организаций, которые готовы помогать, которые очень гордятся заявителями, поэтому мы призываем всех, кто перестать бояться, кто хочет увидеть ответственность режима Рахмона, перестать бояться и искать связи с людьми, которые в гражданском обществе Таджикистана этим занимаются, и связываться, конечно, с юристами, с нами и так далее. Ну, мы могли бы, значит, призвать граждан Таджикистана перестать бояться и помочь довести этот иск до, так сказать, международного расследования и признания имама Али Рахмона и его подельников по преступлениям против человечности виновным и международным преступником. И мы также призываем не только граждан не бояться и помогать
в продвижении этого дела. Мы призываем также и чиновников, которые якобы слугам народа обращаемся, чтобы они подумали о той ответственности, которую они несут перед народом, который платит им, и о той ответственности, которую они понесут за свои преступления, которые они совершают против народа. Спасибо, Лейла. Спасибо вам большое за Очень приглашение. интересная беседа. Я думаю, что она будет полезна. Я сам много интересного услышал. Я думаю, что наши граждане, наши люди тоже много услышали и полезного. И я думаю, что это поможет нашему общему делу. Я очень на это надеюсь. Я в этом уверена. Спасибо. Спасибо.